Ну, у меня, знаете, так на Шаболовке было как-то еще мальчишеское, и называли меня не просто Мехдят, а называли Дмитрий, Дима. Да, как интересно. Так вот легче было. Ага. Я говорю, вы знаете, меня на Шаболовке зовут на работе Дмитрий Абдулхакович. Он говорит, нет, Мехдят Абдулхакович. Я говорю, да не произнесут студенты этого. Они же журналисты, в конце концов, Он должны. говорит, вы знаете, они произнесут даже больше, раньше, чем вы думаете. Придут, они же понимают, что придут вам сдавать экзамен, зачет, так что не волнуйтесь. И он мне представил, первый представил аудиторию. Но там я удивился, потому что там были не только русские, там были и негры. И много было иностранцев. Я говорю, а как же они ведь поймут ли то, что он говорит, а вы изображение, так сказать, изобразительным языком, не просто текстом, да, на доске покажите вот всю, так сказать, эту секреты вашего, так сказать, мастерства, вот этой техники, которой они должны владеть. Ну и, как говорится, слава богу, так сказать, как-то получилось. Получилось. Здорово. Смотрите, 57-й год вы преподаете уже там в ближайшие годы. Ну, я не 57-й, преподавать стал где-то в 60-м году, наверное. В 60-м, да? Да. Угу. То есть, получается, 60-й год, еще чуть-чуть, и полет Гагарина. Да. Вас коснулась эта встреча, я так помню, Вы да? знаете, да, полет Гагарина, конечно, это было сенсационное, так сказать, ну, для всей страны вообще, для всего мира. Конечно, да. Так сказать, мы, конечно, я очень хорошо помню, как мы как раз на Шаболовке шли с работы своей, я уже был начальником смены. И мы, так сказать, восхищались тем, что вот такое событие произошло у нас в Советском Союзе. И были горды этим, конечно, что. И, конечно, знали, что обязательно пригласят Гагарина на телевидение, потому что это было всегда принято. Какое-то такое событие такой исторической важности. И действительно это произошло через несколько дней, когда уже Юрий Алексеевич уже адаптировался после приземления, да, там несколько дней, там, видимо, прошел все необходимые медицинские. Вот этот период, да, и не помню, сколько там, через месяц или сколько пригласили, значит, Юрия Гагарина на Шаболовку на телевидение. Он выступал в программе «Эстафета новостей», раньше была такая программа «Эстафета новостей», вел ее такой Фокин, Юрий Фокин, я не знаю, сейчас он жив или нет, Леонид Златаревский, тоже, к сожалению, покойный журналист, очень хороший был. И после съемки, когда записали, он выступил, да, записи не было, был прямой эфир. Раньше записи не было в эти годы еще. Мы все бросились вниз, я имею в виду инженеры, так сказать, операторы, все в студию, потому что часть людей была в аппаратной, она аппаратная на втором этаже, а студия на первом. И когда эфир прошел, то все, конечно, бросились в студию, ну, посмотреть на живого человека, космонавта, который, да, и окружили Юрия Гагарина, и корреспондент, наш местный там оператор, говорит, сделал вот такой памятный снимок нас вместе в окружении Гагарина, так сказать, мы все окружили Юрия Алексеевича. И у меня эта фотография, я прям рядом оказался плечом к плечу. К сожалению, большому я не знаю, как найти эту фотографию, она была небольшая черно-белая фотография. И вот это, конечно, очень переживаю, может, я ее и найду. А вы знаете, надо просто вспомнить тех, кто был с вами. И вот просто сейчас же очень легко найти людей, где вы бы знаете, ты ни уже был, многие, да? к сожалению, ушли из жизни. Ну, конечно, это я понимаю, да, но у кого-то остались архивы, фотоальбомы, все же это берегли всегда, да, конечно, тем более конечно. такой кадр обязательно у кого-то точно есть, даже если вы не найдете, мне кажется, нужно задаться этой целью и может быть, может быть, мне удастся найти. А может быть, в архивах. Но самое главное, конечно, даже не в фотографии дело, а дело в том, что у меня просто, понимаете, такое удовлетворение было, что вот мне посчастливилось прикоснуться к человеку, который стал легендой просто. Понимаете, это же, вы же помните, какой был триумф? А вы, может, не помните? Нет, не помню. Это был только по съемкам. Это был триумф, когда Юрий Алексеевич Гагарин доложил, помню, тогда Никита Сергеевич, значит, когда он докладывал после полета генеральному секретарю ЦК КПСС, тогда Никита Сергеевич Хрущев был. И у него, знаете, была история, когда он шел по ковру там, к мавзолею, у него развязался шнурок. Латинки, он сумел достойно пройти, не споткнувшись, ничего. Вот. И потом его принимал весь мир. Это было, много было очень
в печати, в журналах, Ну, дальше у него газетах. уже просто началась Да. мировая слава, да, его везде Да, да, приглашали, да. конечно. Даже вот я помню, рассказывали, когда он принимал, ну, это опять рассказы были таких наших людей, которые сопровождали, что когда он был в Лондоне, его принимала королева Мгм. Англии, и когда за чашкой чая Юрий Алексеевич, значит, выпив чай, значит, взял лимон, кусочек лимона, И съел. да. Королева, чтобы не смущать его, повторила то же самое. Да, тоже съел, да, потому что обычно это не принято. Ну да, чтобы... И поэтому это был, конечно... Он, конечно, был очаровательный с точки зрения вот такого человеческого обаяния, даже не говоря уже о профессиональном. Он просто располагал вот своим... И улыбка, Улыбка, которая да, просто озарила совершенно весь верно. мир. можно Поэтому мне сказать. так вот приятно это вспоминать, что вот я был, прикоснулся к этому историческому такому событию, и в памяти вот очень хорошо так это запомнилось.